Каково было положение дел на территории нынешней Европы, начиная со времени начала и окончания распада Римской империи, то есть с III по V и VI век. Рим оказался в ситуации, когда на его территорию то и дело совершали нападения многочисленные германские племена с Рейна и Дуная. Германские народы, до тех пор с великим трудом сдерживаемые римскими легионами, стали неодолимыми. Переходя границы, они несколькими волнами обрушивались на империю, сея хаос в некоторых ее провинциях. Часть племен удавалось подкупить и умиротворить, расселив их в качестве федератов, союзников в провинциях, что определило варваризацию этих территорий. Однако сама империя неумолимо слабела и распадалась. События эти носили характер цепной реакции. Вторжение германских народов на территорию Римской империи было следствием паники, которую у них вызвало появление на востоке нового и страшного врага – гуннов, чьи жестокие удары они, в первую очередь, уже успели ощутить на себе. Гунны стали первым и самым свирепым народом Приуралья, пришедшим из Центральной Азии в Европу. Их происхождение до сих пор вызывает споры. Это могли быть племена хунну, в защиту от набегов которых Китай с 300 года начал возводить свою знаменитую Великую Стену. В хрониках и летописях покоренных гуннами народов содержатся просто фантастические указания на их многочисленность. В действительности гунны совершали набеги отдельными самостоятельными отрядами, насчитывавшими несколько сотен всадников, а в целом численность их вооруженных сил не превышала 30 тысяч воинов. Своих побед они достигали главным образом строжайшей дисциплиной и военным мастерством, с которым их командиры совершали стремительные марш-броски на большие расстояния, всегда внезапно атакуя намеченную цель. Гунны, перейдя в 375 году через Волгу, напали на аланов-полукочевников, часть которых обитала в горах и предгорьях Северного Кавказа. Гунны настигли их в районе Причерноморья и нынешнего Кавказа, и заставили их бежать на запад. Затем гунны захватили владения остготов в Северном Причерноморье. В течение последующих нескольких десятилетий они упрочили свою власть над захваченными германскими племенами, заставив гепидов заключить с ними союзный договор. И только после этого в 420-х годах два их вождя создали свою ставку на Среднедунайской равнине, откуда осуществляли сокрушительные нападения на балканские провинции Восточной Римской империи и на своих западных соседей, доходя до Рейна. Память об их кровавом нашествии в 437 году на Бургундию была запечатлена в великом германском эпосе «Песня о Нибелунгах». Когда гунны в 441 году изгнали римлян со всей территории Паннонии, Аттила по-прежнему делил власть с братом, а в 445 году он его убил, и стал единоличным владыкой империи гуннов. Порвав таким образом с традициями, Аттила сконцентрировал в своих руках практически неограниченную власть над собственным народом. Действовал он не только силой, но и хитростью. Так, он использовал легенду о том, что само небо вручило ему меч бога войны Марса, как бы признав его претензии на мировое господство и божественное происхождение его власти. Поэтому неудивительно, что Аттила, который одновременно и подавлял окружающих, и привлекал их особой харизмой, так его, по-видимому, вызывал чувство ужаса и восхищения даже много веков спустя. Бич Божий, как он сам себя называл, предпринял попытку завоевать Западную Римскую империю, однако в ходе сражения на Каталаунских полях в 451 году Аттила, последний из великих римских полководцев, заключивший союз с 12 дружественными племенами, не добился победы. Следующей весной гунны вновь вторглись в пределы Италии и опустошили ее северные области,
На этом их нашествия закончились. В 453 году Аттила умер, что означало не только конец его недолгого царствования, но и крах всей империи, поскольку она держалась исключительно на его личном могуществе. Но возникает вопрос, кто же были эти великие, наводившие ужас на всю Европу, гунны? Были ли они тюркского происхождения, как нас стремятся убедить историческая общественность, занимавшаяся этой тематикой? Ведь нет никаких доказательств, что они, гунны, говорили на тюркских языках. Протюркски настроенное и ангажированное турецким лобби, историческое сообщество 70-х годов этого столетия, в основном состоявших из советских историков казахской, киргизской, узбекской ССР, а также татарской ССР, старались проталкивать в своих исследовательских работах по данной тематике идею того, что якобы гунны или хунны, а вслед за ними и авары являлись по происхождению тюрками. Да, возможно, это отчасти и так. Но почему этнонимы, связанные с этими народами, сохранены в таком количестве в древних аварских селах в горах Дагестана, и сам этот горный союз племен Кавказа называет себя авары как минимум с V века, а одно из крупных аварских племен имеет самоназвание Гуан? Почему в мире нет ни одного народа, имеющих самоназвание народа Гуан, или авар, кроме как на Кавказе? Пока император Юстиниан вел успешные боевые действия против вандалов и остготов между 534 и 553 годами, лангобарды, покинувшие свои исконные территории в долине реки Эльбы из-за перенаселенности, также стали досаждать остготам за Дунаем, полностью истребив гепидов на востоке Карпатского бассейна. Вскоре после смерти Юстиниана ситуация в регионе вновь изменилась. Сюда с востока через Карпаты в 563 году вторглись авары, племенной союз, имевший явно скифо-сарматское происхождение, а не тюркское, как утверждается во многих источниках. Ведь для убедительного утверждения того, что гунны, а затем их потомки спустя 1,5 века, авары, были тюрками, нужно показать, что в хрониках тех лет говорится о том, что они были тюрками. Но таких записей в хрониках тех лет мы не видим. Но зато мы видим очень много записей с упоминанием слова авар и гун. Аварские племена помогли лангобардам разгромить гепидов. В следующем 568 году лангобарды предпочли спастись бегством на север Италии, где и основали собственное королевство, вскоре прекратившее свое существование, но оставившая отчетливый след в искусстве Западной Европы периода раннего Средневековья. Авары под предводительством Когана Баяна заняли и опустошили земли за Дунаем. Так возникло многонациональное государственное образование, в котором германские и романские племена оказались перемешанными с аварским, а также со славянскими, на рубеже V и VI веков начавшими миграцию на юг и северо-восток со своих исконных земель на территории современной Украины и Восточной Польши. Это аварское государство в геополитическом смысле и стало историческим предшественником венгерской государственности, поскольку в нем впервые за всю историю региона оказались политически объединенными три основные области Карпатского бассейна: Задунавье, Среднедунайская равнина и Трансильвания. Примечательно, что на той территории в Европе, где авары образовали свое государство, сейчас существует государство Венгрия, и венгры на своем языке называют свою страну Хунгария. Также венгры исторически неразрывно связывают себя с хуннами, аварами и мадьярами. Не исключено, что последние – это те же потомки гуннов и авар, но пришедшие в Паннонию чуть позже своих родственников-предшественников, со стороны Урала и Причерноморья через Кавказ в Европу, но уже в X веке.